Давайте-ка задумаемся, как технологии помогают нам видеть и понимать мир. За многими из них стоит, просто удивительная вещь — географические информационные системы или, коротко, ГИС. По сути, это технология, которая берет наш огромный сложный мир и превращает его в понятные цифровые карты на экране компьютера. Вот, казалось бы, простые вопросы, да? Где лучше всего построить новый парк? Как скоро и доехать быстрее всего? Как нам отследить, где вырубают леса? Все они, если присмотреться, крутятся вокруг одного и того же местоположения. Ответ всегда зависит от того, где именно что-то происходит. И вот тут-то на сцену и выходит ГИС. Важно понимать, это не просто какая-то программа для рисования карт. Нет, это, по сути, мощнейший аналитический инструмент, который как раз и создан, чтобы отвечать на вот такие сложные пространственные вопросы. Как он это делает? А он связывает абсолютно любые данные с их точным местоположением на Земле. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Сначала разберемся, что же такое ГИС на самом деле. Потом заглянем, так сказать, под капот, посмотрим на векторные и растровые данные. Дальше поймем, почему местоположение — это вообще ключ ко всему. И, наконец, увидим, в чем же заключается настоящая магия, как сделать карты по-настоящему умными. Хорошо, давайте начнем с самого главного. В основе ГИС лежит на самом деле простой, но невероятно мощный принцип. Вся информация организуется в виде отдельных тематических слоев. Знаете, это очень похоже на стопку прозрачных пленок. Представьте, на одной пленке нарисованы только дороги, на другой — только здания, на третьей — реки и парки. И вот когда мы складываем их вместе, друг на друга, получается полная многогранная картина местности. ГИС делает то же самое, только в цифре. Она позволяет нам как бы включать и выключать разные слои — транспорт, землепользование, что угодно — и смотреть, как они соотносятся друг с другом. Окей, со слоями понятно, но как компьютер вообще представляет все эти объекты? В ГИС для этого есть два, скажем так, фундаментальных способа отобразить реальный мир в цифре. Вот посмотрите на экран. Слева — это векторное представление. Здесь объекты, у которых есть четкие границы, там дома, дороги, земельные участки, показано с помощью точек, линий и многоугольников. А справа — растровое. Здесь мир — это как бы сетка из ячеек, пикселей. И у каждой ячейки есть свое значение, например, высота над уровнем моря или температура. Там в чем же ключевое различие? Смотрите, вектор, он идеален для отдельных объектов с четкими границами. А вот растер незаменим для явлений, которые, они непрерывные. Скажем, реку или границу области лучше всего показать вектором. А вот спутниковый снимок или карту высот — это уже типичный растер. Одно не лучше другого, просто у них разные задачи. Кстати, один из самых популярных форматов для векторных данных — это так называемый shapefile. И вот тут есть забавный момент. Это на самом деле не один файл, а целый набор. В одном файле хранится геометрия объектов, то есть их форма и где они находятся, а в другом такая специальная табличка с их описанием. Например, название улицы или сколько этажей в здании. Так, мы разобрались, как представлять объекты. Но откуда ГИС знает, где именно на нашей планете они находятся? Вот в этом-то и заключается вся сила местоположения. И вот вам отличный, просто живой пример, насколько это важно. Представляете, до недавнего времени в Казахстане использовалась система координат, которую разработали аж в 1942 году. Конечно, в нашу эпоху спутников и цифровых технологий это создавало кучу проблем. Старая система была просто несовместима с современными данными. Это вот прям подчеркивает. Точная, современная система координат — это фундамент, без которого вообще ничего не построишь. И вот сам процесс, который привязывает цифровую карту к реальному миру, называется геопривязкой. Проще говоря, это когда мы даем карте ее точный адрес на поверхности Земли. А как это работает на практике? Процесс начинается с того, что на изображении находят так называемые опорные точки. Это объекты, чьи реальные координаты нам точно известны. Затем программа сопоставляет пиксели этих точек с их координатами на Земле и выполняет такую математическую трансформацию. Она как бы растягивает и поворачивает картинку, чтобы та идеально легла на координатную сетку. Вот и все. Итак, что мы имеем? У нас есть данные, они организованы по слоям и точно привязаны к местности. А вот теперь начинается самое интересное — пространственный анализ. Это то, что и делает карты по-настоящему умными. Именно на этом этапе ГИС из простого инструмента для рисования карт превращается в мощную аналитическую машину. Мы можем начать комбинировать разные слои, чтобы находить скрытые закономерности и получать совершенно новые знания. Один из ключевых методов — это оверлейный анализ. Схема на экране может показаться сложной, но суть на самом деле простая. Представьте, мы берем слой с типами почв
и накладываем его на слой с землепользованием. Что в итоге? Мы можем мгновенно найти все участки с плодородной почвой, которые уже используются для сельского хозяйства. Это же идеальный пример, как из двух наборов данных рождается третий, совершенно новый. Или вот другой мощный инструмент — буферизация. С его помощью можно легко ответить на вопросы вроде «А что у нас находится в радиусе 500 метров от этой школы?». ГИС просто строит вокруг объектов такие зоны-буферы и позволяет проанализировать все, что в них попало. Для городского планирования или оценки воздействия вещь просто незаменимая. А как насчет логистики? Здесь нам поможет сетевой анализ. Он позволяет найти самый оптимальный путь по сети дорог, рассчитать точное время в пути для скорой помощи или спланировать самые эффективные маршруты доставки для курьеров. Ну и, наконец, если добавить третье измерение — высоту, ГИС может создавать просто впечатляющие трехмерные модели. Это позволяет не просто смотреть на плоскую карту, а буквально погружаться в ландшафт. Можно анализировать рельеф, уклоны, смотреть, что откуда видно. В общем, совсем другой уровень понимания. И все эти инструменты, конечно же, находят применение в самых разных сферах. От спасения жизней при стихийных бедствиях, где нужно за минуты оценить ущерб, до выбора идеального места для новой кофейни, учитывая пешеходный трафик. По сути, ГИС — это технология, которая помогает принимать более взвешенные и обоснованные решения, основанные на данных. Итак, давайте подытожим, что же самое важное нужно запомнить. Первое. ГИС — это не просто карта, это целая система для анализа. Второе. Она видит мир двумя способами — через векторные объекты и растровые поверхности. Третье. Местоположение — это все, и координаты связывают наши данные с реальным миром. И самое главное — настоящая сила ГИС в анализе, когда мы объединяем слои, чтобы извлечь из карт скрытые, неочевидные знания. Ну и в завершении такой вопрос на подумать. Технологии ГИС становятся все доступнее, а данные все точнее. Это открывает нам возможность задать практически любой вопрос о пространстве вокруг нас. Как думаете, какие еще неизученные возможности или нерешенные проблемы скрываются в этих данных? Что мы еще можем увидеть, если посмотрим на мир через призму умной карты?